ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як було справедливо, теперь и завсюди, и на веки вечные. Аминь. О Марія, без греху першородна зачатая, Молись за нас, кто у Тебе порятунку шукає, і за тих грешних, хто Тобою погарджає, особливо за хворих і канаючих. о мой Єзу, Пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души на небо, и да поможи особливо Ты, кому наибольш потребна Твоя милосердность. Твоей даруне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погоржай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас дарушай, Сыну Своему нас отдавай. Спел номер 340. Пробудися, подивися,
У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. I z duchem Twoim. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на Евхаристії, на мші святої. Сьогодні у літургії Слова, Євангелії почуємо Слово Христа, яке каже: приходжу на землю, як кинуть огонь, як розпалити огонь. Просимо, а дар огня в наших серцях, в нашому житті. Щоб ми справді грали вірою. Не тільки самі гралися від Бога, які хочуть ввести в наше життя, але так само вміли сограти тих, хто побув з нами. Тим, що остуджає людське серце. Це грех і слабость. Тому на початку цієї Євхаристії хочемо відвернутися від всіх наших грехів і провин. Просимо Божого пробачення для нас. Щоб могли з чистим серцем скласти до найсвятішого віру. Сповідаюся. Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог Всемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся
świętuje mszę, odprawiają tańce, modlcie się przeciwwiecznych dla świętej pamięci Petra w trzecią godzinę śmierci. Molim się, Boże, Ty podrychtował dla tych, kto Ciebie lubić, wielkie duchowne bogacie. Napełni nasze serce горячей любовью до Ciebie, как мы во всеми Божьем все Ciebie любили и отримяли обещанную спадщину, якая больше за наши ожидания. Проспана наша Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и волнует у едности Духа Святого, Бог прозуще веки вечные. Читання книги пророка Єремії. У ті дні керівники сказали королю: нехай Єремія буде віддадений на смерть, бо він розслабляє руки жовнірів, які зостаються у гэтым городі, і руки усього народа, кажучи їм подобне слово. Гэты чоловік шукає для свого народа не добробыту, але тільки нещастя. І сказав король Седекія: «Ён у ваших руках, бо король не може зробити нічого супроть вас». Тоді вони взяли Єремію і, спустивши на віровках, кинули його у яму Мальхія, королівського сина, яка знаходиться у дворі темниці. У ямі була не вода, а тільки багна. І загразнув Єремія у багні. І вийшов Абдемелех з королівського дому і сказав королю, кажучи: «Господар мой, король, гэтыя люди ва ўсім поступали дрэнна з пророком Єремієй. Яны кинули його у яму, каб ён помер там з голоду, бо у городі ўжо няма хлеба». Тады король загадал Эфиопу Абдемелеху: «Возьми с собою отсюль 30 человек и вытягни пророка Єремію з ямы, покуль он не помер». Гэта Слово Божие. Дякую Пану Богу. Многие уважать и сполохаются,
веры. Замест радости, что была перед ім, ён, незважаючи на ганьбу, перацярпеў крыж і сеў праваруч Божого трону. Подумайте про того, хто витривав такі над собою здзек ад грэшнікаў, каб не знемагліся вы ў душах сваіх і не аслаблі. Вы яшчэ не змагаліся аж да крыві, воюючы супраць грэху. Гэта слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Овечки мои слухают мой голос, скажа Пан, и я ведаю их, и яны идут за мною. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. У той час Jezus сказав своїм учням: Огонь прийшов я кинуть на землю, і як же хочу, каб ён ужо разгарэўся. Хростам повинен я охреститься, и як же покутую, покуль гэта не сполнится. Думаете, что я пришел дать земле спокой? Не кажу вам, не спокой, але разделение. Бо з гэтага часу 5 у одном доме будут поделенные. 3 супраць 2 и 2 супраць 3. Батька будет супраць сына, и сын супраць батьки. Маці супраць дачки, и дачка супраць маці. Свякроў супраць нявесткі сваёй, і нявестка супраць свекрыві сваёй. Гэта слова Пана. Овечки мои слухают голос мой, кажа Пан, и я ведаю их, и яны ідуть за мною. Дорогі брати і сестри, слова Божие, яким сьогодні Костьол нас кормить, сапраўды вельмі глибока, можна сказати, навіть вельмі болюча, докранається до серців наших, до душаў, до наших сумлений. Здається, що некая помилка у Біблії, у Євангелії, потому что до гэтага образу Иисуса Христа, доброго, милосердного, не пасуюць гэтыя словы. Огонь пришел я кинуть на землю, як же хочу, каб гэты огонь разгарэўся. Думаете, что я пришел дать земле спокой? Не кажу вам, не спокой, але разделение. Батька будет супраць сына, сын супраць батьки, маці супраць дачки, дачка супраць маці. Як гэта змясціць у навучанні Езуса Христа? Сапраўды, каб глыбей увайсці ў змест слова, которое мы почули, трэба нам сабе усведомить, что читаем Евангелие поводле Святого Луки, 12 раздел. Это той момент, когда Иисус Христос уже закончил свою деятельность у Галилеи, сапраўды у месте в области своего народжения, и вырушил у дорогу до Иерусалим. Ведаем, на что там идея, как там померти, быть замученным, померти, и как с мертвых повстать. И по дороге у Иерусалим спотыкают Иисуса Христа разные люди. И он клича своих учнев, так само, которых знаем по имени, апостолов, а есть так само другие учни, которых мы именов не ведаем. И они приходят до его, некоторые остаются разом с ним, а некоторые отходят.
сярод гэтых людей есть вучни, которым выдается, что дорога життя, которая является дорога до Иерусалим за Иисусом Христом, дорога життя християнского, вучня Иисуса Христа, эта дорога вельми добрая, пригожая. Иисус Христос накормить, коли будем голодные. Иисус Христос будет оздоровлять, коли кто-то будет хворый, будет обучать. А Иисус показывает нечто другое. Огонь пришел я кинуть на землю, як же хочу, как он разгорелся. Який огонь? Ведаем добре, что сярод этих разных якостей огню можем означить, перш за все, огонь это тепло. Тепло, которое согревает. И маем сведомость, что наша вера это той огонь, который согревает. Когда часами чуем холод у своим сердце, холод недохоп, може, любови, надеи, завсёды, когда споткаемся с Богом, чуем, что Бог нас, наше життя, душу нашу, наше сердце обогрел. Это той элемент жаночей добрыни, жаночей ласки, матчиной, которую мы завсёды отрымливаем, когда глубоко спотыкаемся с Богом. Огонь, который обогревает. Огонь это то, что освячает, якостью огня является свет. И маем так само свідомість, коли вже ті, хтось згубиться, вера дає этот свет. Это агенчик веры, который чи то у свідомості нашої, у умислі, чи у сумленні загорається, так треба жити. Так буде правильно, коли справді послухають Пана Бога. И это та вера, которая ведет, которая открывает очи, которая показывает, осветляет. Але маем свідомість, що якостью огня является то, что огонь выпаливает, спаливает. А коли что-то сгорает, то это сапраўды болит, это пече. Это неприемно. Дорога життя христианская, это дорога не только тепла, притуления до Бога, светла, это так само дорога выпаления. Это дорога, коли сапраўды мое життя, сумление мое, починає відчувати некий непокой, тому що нечто палить. Что палить? Божие Слово, Божая правда, которая глубоко проникает в меня, которая показывает вельми конкретные принципы. Коли хочешь быть вучнем, соправдным вучнем Иисуса Христа, христианина, не только треба один раз у житті покреститься, прийти в церкву до костела, треба соправді кожний день идти за Иисусом Христом. Это огонь штоденности, штоденных справ, занятков, обовязков. Больше того, огонь штоденной супольности, который является семья. Бо з этого часу 5 у одном доме будут поделены. Трое супротив двоих и двое супротив троих. Чи ж так не есть у нашем житті? Коли мы справді поглядим на наши семьи и на те, можно сказать, запальные, вогненные моменты, коли постають конфликты, чи часами так не есть, что менавіта за гэтых принципов христианского життя. Повстають конфликты и наступает разделение, часами вельми глубокое. Батьки супротив сына, мати супротив дочки и так далее. Принципы не меняются, они те самые, это Божьи загады, это Божья правда. А кожний хоче жить по-своему. Шануй батьку своего. Давно уже не был, може, 10 на вёсцы у селе, може не живуть батьки, не отведывал, може, могилки. Пам'ятай день святий святкувати, така пригожа погода в озеро, речка Ніча. І тата мама каже у костел йти, а діти бунтуються. Не забивай, не чужалож, не кради. Коли хтось забиває себе менавіта праз алкоголь, а другий чоловік може ще праз другие справы увесь час, простое, что увесь час працує, не має часу для себе, для других людей. Коли живут близкие люди без шлюбу у чужалостве, у граху, коли ведают, все ведают, что приносит додому не только кроме зарплаты еще нечто, не свідчи фальшиво и так далее. Это те самые принципы. Вельми часто бывает так, что коли хтось хоче жить поводле этого огню, коли у кимось горить этот огонь, он запаливает. Так як Шостроба сказав на початку, не тільки в собі горить цей огонь, але він розігріває, передає.
ciepło, światło, ale tak samo palić. Tak samo można сказать, piecze другого człowieka słowem, przykładem. Дорогі брати і сестри, так ми збудовані, після першородного граху, що те, що невигодне, що те, що не подобається, неприємне, хочемо це відкинути. І випрацьовуються у нас ці механізми, які тушать цей огонь. Огонь Божої віри, огонь Божого Слова, огонь Божої правди тушать у нас, у християнах. Як ми це робимо? Перш за все, самі у собі. Тушимо цей огонь обыяковостью, безразличием. Ну, все живут, я не буду жить. Я не хочу быть, сапраўды, таким человеком, которым цей огонь горить. Ось, як не так проживу з дня на день. Треба нам пам'ятати, що найбільш ганить такую поставу у апокаліпсисе Пан Єзус серед гэтых костюлов, постава обыяковости. Не ты, каже костюлу, который ответвая Пан Єзус, это первые супольности христианам, что хочу тебе выплюнуть из моих устнов. Чему? Тому что ты ani холодный, ani горячий. Ты стал летний. Наибольшей бедой, наибольшей, можно сказать, крылдой сами себе робим, это когда мы привыкаем або згаджаемся на летность. Я буду летним таким. Не горячим, не холодным. Холодным не, ну буду веруючим, я ж веруючий, але горячим не хочу быть. Не хочу, как во мне горел этот огонь. Бо он пече, бо треба менять, бо треба меняться. Треба другим так само подсказывать. А я это не хочу. Лепей быть летним. В отношении до себе, в отношении до других людей. Это так само так званая толерантность. У одной семье. Ну, я добре живу, не поукладав своє життя, а мої діти, ну, живуть без Бога. Ну що ж, це ж їх життя приватне, лічне діло, приватна справа. У житті віри, у житті коштовностями нема приватних лічних справ. Це мої діти, це мої онуки. Я клопочуся про їх збавлення, і тому не можу бути обыяковым. Не можу не сказати, буду говорити. Буду своим языком пячы их жыццё, как можа штосьці выпаліць, как можа штосьці зразумець. Чарговым способам, якім мы тушым гэты огонь, гэта ну тое, што вучылі нас, не навучылі некая калектывізацыя, усе так робяць, усе так жывуць. Ну усе ж так жывуць, нават яшчэ лепей жывуць. Она можна пробаваць старацца, выбівацца, добра як ёсць, так добра, неяк жа ж пражыві, перажывём. Яшчэ адным способам з'яўляецца сучаснасць. Сучаснасць зразумела як сапраўды абсалютызацыя вольнасці. Каждый робіць, можа рабіць, мае права рабіць і жыць так, як хоча. І нікому да гэтага няма ніякай справы. Гэта сапраўды не сучаснасць. Гэта трагедыя, гэта канец. Гэта як вартасці, каштоўнасці хрысціянскія, сучасныя людзі кажуць, яны добрыя, мы іх не адкідаем. Але яны абавязвалі ўчора. Бацькоў нашых дзядоў сёння ўжо не. Сёння трэба ўжо мяняць. Што мяняць? Касцёл трэба мяняць. Божыя загады трэба мяняць. Евангелія трэба мяняць. Гэта тая ідэалогія, гэта тая логіка, которая ідзе, калі сапраўды мы будзем рабіць усё не каб распаліць агонь, але каб яго патушыць. Да гэтага сёння даходзіць сучасны чалавек. Думаеце, што я прыйшоў даць зямлі супакой? Не кажу вам. Не спокой, але разделение. Пан Єзус хоче, как кожный, кто называет себя христианином, кто идет за им, сапраўды был человеком непокою. Непокою, перш за все, з того, что во мне еще не все добре. Есть во мне месцы, которые гэты Божий огонь повинен еще выпалить, праз усё жыццё. Чи я такі, чи старейший, чи молодейший, заўсёды нешта знойдзецца. Заўсёды нешта трэба выпальваць. З другого боку, гэта мое покликание, как я был пророком. У своим асяроддзі не выпадкова менавіта гэтыя сямейныя адносіны, там наступаюць разделения. Там, как я был пророком. Пророком, который за усялякую цену говорить Божию правду, который не можно замолчать. Вельмі прыгожае першае чытанне, гісторыя пророка Єремії. Войски вавилонские подбивают черговые земли, теперь земля Израиля,
земля жидовская, подходит до столицы, до Иерусалима, и пророк Еремия идет до короля и каже, воля Божия, Бог каже про зміни, как мы отдали город, как мы поддали город, как не было войны, отдайте город. Не знищать городу, люди не згинуть. Ну, король каже, не, будем воевать до опошнего. Осада города, мы уже знаходимся, а он далі говорить. Каже, Божая воля другая, как мы поддалися, не будет такого знищения, не будет столько этих ахвяров. И эти сопроды керовники короля кажут, он подбурая народ, ослабляя руки жаунеров. Ну и находит способ. Заходит способ, как потушить огонь пророческого слова. Чем огонь тушим? Водой, бедой. У яме была не вода, а только багна, болото. И зразумел, и Еремия оказался в этом болоте. Вода это нечто шляхетное. Это компромисс, договор, давай договоримся. И часами так пробуем тушить и удается. Коли будет моцный пророк, водой его не потушишь, болото. А ведем, что болото робится. Ведем, як неприємне это болото. Это то очарнение словом, часами неким подступом, как сопроды замкнуть в усны пророку. Это судьба, можно сказать, это лёс кожного из нас, христиан. Коли будем хотеть и коли будем такими пророками у нашем ощароде. Не только водой, а и болотом, багном будут пробовать, може уже пробуют, закрыть нам усны, потушить этот огонь в нашем сердце. Маючи вокол себе безліч свідків, скинем себе усілякий тяжар і грех, який легко облитває нас, і будем терпливо бігчи у призначеному для нас змаганні, глядячи на Єзуса Христа, починальника і завершальника віри. Єсус Христос для нас, християнов, з'являється прикладом. Відомо, ті святые, это безліч свідків, которых мы ушановываем, которых сопроды життем разважаем, бо они были сопроды героями веры, теми пророками, которые не потушили себе этот огонь и у других распаливали. А теперь за все для нас это Иисус Христос, который ведет, который дает приклад нам. За что? Его замучали, распяли на крыжи. За то, что не перестал говорить. Говорить правду, что горел у им этот огонь и інших запаливал. Это цена. Праз крыж, праз терпение, праз перешлет, это цена справного христианского життя. Маємо свідомість слабості своєї, грешності. А з другого боку, приходим, дорогие браты и сестры, на святую мшу, как умацоваться, как узмоцнить свои силы. Слово, которое мы почуем, нехай распаливает у нас огонь, как горел, как мы николи не были объятовыми летними. Але так само святая коммуния. Святые отцы Костела называли святую коммунию жаром, вуглем, палающим вуглем, которую мы принимаем с алтаря, с ахвярника. И справді так есть. Менавіта святая коммуния, живая присутность Бога, распаливая огонь веры у нас. Просим, что не молимся, как добрый Бог заховал нас от всякого зла. Как мы николи не поддавались спокусе, как потушить этот огонь в себе, у других людях. Как мы его завсюди распаливали Божьим Словом и Святой Коммунией. Аминь. Оказываючи нам уже слово, визнаємо, що він один за Бога. Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усякобашного и невашного, и воединого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, взошел с неба, и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный,
и на третий день воскрес, погоде Писания, и взошел на небо, сядеть праворучайца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и яго володарству не буде конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворцу, які зайця і сина походить, якому разом зайцом і сином належить поклонение і хвала, який промовляв праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Богу, який прагне любові більше на віру, представим наші супольні молитви і просьби. Молимся за увесь люд Божий, как из недельной литургии черпал силы для будования духовой святыни Христова. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за представников улады, как яны умели мудро вырашать громадские проблемы и отдано служили своему народу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за парафияльные супольности, как яны были прикладом христианской любови. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за хворых и терпячих, как яны праз людскую доброзышливость полней спознали Божию милосердность. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за удов и самотных женщин, как у супольности костела яны знайшли допомогу и подтримку. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут собраних, как Божие Слово переменило наше життя на лепшее. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, в особливий спосіб за святу пам'яті Петра, третього на війну смерті, как добрый Бог прийняв до супольності збавлення. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. В тишині наших серців поставимо Богу те просьби, інтенції, з якими сьогодні приходимо на эту Евхаристию. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, выслухай наши молитвы и учини, как мы, дякуючи Твоей милосердности, могли завсюду тешиться Твоей лаской. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Номер 201. Нехай Пан Бог прийме оферу з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Прими ласкавый Отче те дары, у яких отбывается судовная перемена, как мы, веруючи Тебе Тое, что от Тебе походит, могли принять Тебе самого у Твоим Сыне, який живее володарить на веки вечные.
Pan z wami. I z duchem Twoim Ugorу serce. uznosim ich do Pana. Подякуем Пану Богу нашему. Godna гэта i sprawiedliwa. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Святы Ojcze, Всемагутны Вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Гэта Ён праз пасхальную таямніцу цудоўным чынам вызваліў нас ад ярма граху і смерці і паклікаў да хвалы, каб учыніць нас выбраным племенем, каралеўскім святарствам, народам святым, людом адкупленым. Мы усюды абвяшчаем моц Твою, Божа, бо Ты нас паклікаў з цемры да Твого цудоўнага святла. Таму з анёламі, арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разом з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословенный тот, кто приходит в имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, Усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, взяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Podobnym czynem po wieczery uziął kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom, każuczy: bierzcie i picie z jego usie, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedzi, które za was i za mnogich będzie pralite dziele odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Wspominaючи смерть і з мертвих повстання Твоего Сина, ахвяруєм Тобі, Пане, хлеб життя і келих збавлення. Дякуючи, що вчинив нас годними стоять перед Тобою і служити Тобі. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одну. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, розсіяний по всім світі, удосконали його любові, разом з Папом нашим Францишком, біскупом нашим Тадеушем і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, про святой пам'яті Петра і про усіх, хто Твого ласца дошов з гэтага світу. І дозволим убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вічному, у єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, со святым Юзефом и пречистым Авраником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом и всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ними ми хвалили и прославляли Тебе,
wraz Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Raz Chrysta z Chrystom i u Chrystie, Tobie Boże Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwała, prazu się wieki wieczne. Молимся, на Отца Небесного нас научил наш Пан Иисус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от всякого зла. Дай ласкаво супокоить дни наши. Да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху и закованы до всяка неспокойно. Czekali spełnienie nieszczęśliwej nadziei. Przyjście Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Бог Твое владарство и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Kościoła Twojego. I будь ласкавый згодно с Твоей волей, дарить его супокоем и едностью. Ки живешь и владаришь на веки вечные. Amen. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближним знак супокою. Баранку Божий, Який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу. Щасливі, покликані на вечеру Його. Пане, я не вартый, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. У Пана милосердность, у Його щодрое откупление. Номер 342. Каштуйте и глядите, який добрий Бог. Каштуйте и глядите, який добрий Бог.
Узвеличай со мною, Пана, будем услышать имя Его разом. Я шукал Пана, и Он почул меня, и от усіх погрозов визволив меня. Каштуйте и глядите, які
праз гэты сакрамент данному делу житті Твоего Сына. Покорно Тебе просим, да поможи, как мы верно наследовали Его на земле и могли удельничать в Его небесной славе. Праз Христа Пана нашего. Присядьте, будь ласка, ще раз я на 20-й неділі звичайно. Перше хочеться, що подякувати за супорну сьогоднішню нашу молитву. Дякую тим, хто вибирав нашу капличку, на керуванні, за допомогу, яку оказується так само тут у житті нашої парафії. Особливо подякую за афери, які складаються на будову нашого костьола. А на гэтым тыдні у літургії ми відзначаємо у авторах 20 жнівня успамін святого Бернарда, абата і доктора костьола. У середу 21 жнівня успамін святого Пія X, папи. А у четвер 22 жнівня успамін на святейшей Панны Марії Королевны. У суботу 24 жнівня свято святого Бартоломея Апостола. У закрысты можна яшчэ записывать дзяцей на катэхезу на наступны навчальны год, калі яшчэ хто не запісаўся, бо праз 2 тыдні, не праз тыдзень уже, так направды, уже распачнецца верасень, і пойдзем ужо новы катехетычны год, вельмі важна, каб дзеткі Юзафа. Асаблівай інтэнцыяй гэтага набажэнства з'яўляецца справа будовы нашага касцёла, молімся заўсёды так само інтэнцыі ахвярадаўцаў і дабрачынцаў. Найлепsze пажаданне ўсім тым, хто можа на гэтым тыдні святкуе свае нараджэнні чи імяніны. Бог кожнаму з вас благословляе. Жадаем доброй недели, смачного обеда. Примите Божие благословение. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуємо Пану Богу. Святый Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Аминь. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком, Святый Архангеле Михайле, молися за нас. Номер 84.